предвзято относятся к киберспорту до сих пор? По скиллу девочки очень сильно пока что отстают. Как ты докатилась до такой жизни? Мы занимались тем, что перепродавали права на трансляции более мелким студиям. Всем привет! Вы на канале Сайбер-Алан, и у нас сегодня очередной спешл. Мы записываем интервью, и на связи не абы кто, а Сочи. У нас спикер интересная девушка, яркая личность, как вы поняли, лягушка-путешественница, карагандинская бизнес-вумен, владелица собственных команд в киберспорте Карина Загидуллина. Карина, привет-привет! Как слышно, как Сочи? В Сочи, как обычно, прекрасно. Сегодня пасмурная погода, но ваш главный шеф сказал, что это даже лучше. Картинка получится более художественная. Так что можем начинать. Сказали очень лайтово, но я попробую лайтово. Мне кажется, я сейчас буду в такую серьезную тему уходить. Там киберспорт, женщины в киберспорте. Во-первых, расскажи, как ты докатилась до такой жизни? Я надеюсь, этот вопрос относится непосредственно к тому, как я пришла к организации собственной команды в киберспорте. И на самом деле конкретного ответа у меня на этот вопрос нет. Мне его уже задавали неоднократно. Однако же у меня погружение в киберспорт было очень плавным, так как пару лет назад я занялась тем, что связалась с партнерскими отношениями с крупными турнирными операторами, такими как Blast, ESL, которые организуют все крупные LAN-турниры. И мы занимались тем, что перепродавали права на трансляции более мелким студиям. Соответственно, и еще сами немного занимались прямыми эфирами и комментировали киберспорт. Вообще, в целом, я слежу за киберспортом очень давно, можно сказать, что с 2005 года, и непосредственно в дисциплине Counter-Strike. И, мне просто нравится именно эта дисциплина. И когда я поняла всю внутреннюю кухню, как все это организовано, естественно, у меня случился такой небольшой щелчок в сознании относительно того, что это будущий тренд, что это будет очень актуально в ближайшие пару лет. И, соответственно, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Я написала одному из лучших скаутов мировых, который нашел много талантливых звезд киберспорта, Алексею Руфайру. Просто, Руфайр, сделай мне, пожалуйста, состав ПКС. Он сказал, который сейчас тренер. Ни слова больше, да, это, и в том числе это непосредственно наш тренер, потому что его основным условием было то, что он хочет быть не только скаутом, он говорит, я созрел для того, чтобы стать и тренером, и я буду подбирать состав такой именно под себя, где я буду занимать ключевую роль. И если организация пойдет именно на такие условия, то я постараюсь создать такой состав именно перспективный. Мы не стали руководствоваться тем, чтобы брать уже готовых талантливых и звездных ребят, потому что, во-первых, откуда столько денежек на выкупы этих контрактов, и, во-вторых, хотелось именно молодую, перспективную команду, поэтому возраст моих игроков, начиная от 18 лет до 24, и то это именно капитан, все-таки роль капитана подразумевает опыт. Соответственно, мы взяли человека постарше. Остальные ребята, им 18, 19 и 20 лет. Кстати, сегодня мы записываем интервью, и у одного нашего игрока, Вани Ломика, день рождения, ему исполняется 21 год. Так что, Ваня, я тебя поздравляю с днем рождения, жду от тебя больших результатов и, конечно же, побед. Вот. Каким-то таким образом чудесным звезды сложились, да, что я все-таки организовала. И на самом деле было очень страшно, и именно относительно киберспорта, организации у меня не было никакого опыта. Я до этого не работала ни менеджером составов, ни SEO или другие какие-то должности я не занимала именно в киберспорте. Но мне просто захотелось так сделать, и у меня вроде бы как бы все получилось. Но какой-то опыт управленческий, менеджмента он был. Безусловно, я вообще из предпринимательской семьи, и с 18 лет у меня был собственный бизнес, соответственно, руководить определенным количеством людей для меня это не проблема, а также больше 10 лет я занималась тем, что была директором по развитию онлайн-портала, связанного со спортивной аналитикой, с традиционным спортом. Соответственно, конечно, да, для меня это просто-напросто определенная специфика, несколько иная, но если знать все тонкости и нюансы и погружаться более детально именно в сферу киберспорта, это не проблема для меня.
Несложно совсем. Вот ты упомянула, что очень классные игроки, которые уже заявили себя на мировой арене, они стоят дорого. А сколько, если не секрет, стоили твои игроки? И есть ли разница, если ты покупаешь, допустим, в КС человека или в Доте, как-то ценник меняется? Да, здесь огромная пропасть между стоимостью, допустим, зарплат игроков, между дисциплиной Counter-Strike и дисциплиной Dota. И даже более того, экономика игрока именно КС состава складывается за счет его зарплаты и в некоторой мере за счет призовых. Но все мы знаем, что призовые в Доте значительно выше. А зарплаты игроков, мы не рассматриваем сейчас тир-1 уровень, да, там, самых грандов киберспортивной арены, а просто там тир-3 команда, тир-2 команда, у них достаточно скромные зарплаты. Конечно, это коммерческая тайна и непосредственно точные зарплаты игроков, но я бы хотела вам сказать, что это совершенно не маленькие суммы. Однако дотеры однозначно получают меньше, чем КС-состав. Ну, то есть дотеры, они выходят за счет как-то за счет у призовых? У них больше турниров, у них выше призовые, и в любой организации существуют такие моменты, как зарплата, как бонусы, да, допустим, за какой-то выход куда-то, и призовые. Призовые делятся на 7 частей. Ну, возможно, в других организациях по-другому, но, насколько я знаю, в большинстве организаций, мировых в том числе, все призовые делятся на 7 частей. То есть 5 игроков. Одна часть уходит призовых тренеру, потому что он непосредственно имеет отношение к успеху, то, что команда выиграла какие-то призовые. И только одна часть уходит организации. И, соответственно, и у игроков мотивация играть и что-то выигрывать, и у тренера в том числе. А тебе, как руководителю, как владелице, да, можно так сказать, как менеджеру уходит, ну, сколько процентов примерно? Организации уходит 14,5%. Если мы говорим именно про 100% призовых, они делятся вот на 7 частей. Потому что организация не имеет основного упора на то, чтобы зарабатывать с призовых. Все-таки экономика организации складывается за счет спонсорских контрактов, партнерских контрактов, рекламных интеграций. Возможно, если это очень успешная организация с очень сильными игроками, то еще плюс трансферные деньги. Да? Там, когда открывается трансферное окно, игроки перепродаются, и, соответственно, с этого тоже организация зарабатывает определенные деньги. Но никак не с призовых. Если для кого-то это было сейчас открытием, то вот как-то вот так. Ну, то есть можно ли сказать, что призовые, они больше для игроков, а все остальное это уже нужно организации? Да, конечно, конечно, потому что именно если это не индивидуальный рекламный контракт, а общий контракт именно командный на организацию, то, естественно, игрок с этого ничего не получает. Это все деньги именно организации. То есть это можно сказать, что это правда, что сейчас киберспорт — это очень прибыльная сфера, и сейчас многие игроки, которые просто играют или являются, скажем так, любителями, они могут спокойно начать собрать свой ростер и выступать на самых разных соревнованиях, и при этом получать хорошие деньги. Я думаю, что в первую очередь любой профессиональный игрок стремится к тому, чтобы быть подписанным организацией, чтобы у него было непосредственно юридическое обоснование и определенная подушка безопасности, что он находится под крылом организации, и, соответственно, у него будет, если даже и нет призовых результатов, но он будет получать какую-то минимальную, но зарплату. Это очень важно для игрока, и какие бы ни были талантливые миксы, рано или поздно все приходят к тому, что они идут под организацию, то есть они заключают именно юридические контракты. А свою организацию сложно создать? Свою организацию достаточно сложно создать относительно того, что у тебя должны быть грамотно прописанные контракты со всеми пунктами, потому что любой киберспортивный контракт, он имеет специфику. И здесь нужен юрист, грамотный юрист, который пропишет все пункты
связанные с успехами, неуспехами команды, штрафами, санкциями, еще дополнительными параметрами, допустим, мотивация определенная, да, градация вознаграждений, если есть какой-то результат. И если нет результата, соответственно, значит понижение зарплаты. И это достаточно трудоемкий процесс. Также очень важна юрисдикция, где компания регистрируется. Вот, допустим, моя организация зарегистрирована в Великобритании. Это был совет юриста, зарегистрировать ее именно в международной юрисдикции, и не стоял вопрос регистрировать ее именно в Казахстане. Но следующая страна, где бы я зарегистрировала организацию, это, конечно, был бы Казахстан, безусловно. Это не плюс, не минус, просто особенность такая. Просто был совет, потому что сейчас это более доступно в Великобритании. Я просто хочу понять, есть ли существенная разница? Я не могу ответить точно, сколько бы у меня заняло это времени и по сумме организация всего процесса в Казахстане. Я думаю, что недолго, потому что у нас сейчас цифровизация на очень высоком уровне, и живя здесь иногда в России, я понимаю, насколько Казахстан шагнул вперед в этом плане, и все процессы, они очень быстрые по сравнению с Россией, возможно, и с другими странами. На самом деле это звучит все очень сложно и очень серьезно. Мне кажется, многие люди посмотрят интервью и скажут: это не просто они играют у себя в каком-нибудь подвале на компьютере в игру и онлайн что-то там подают заявку, анкетку и их регистрируют. Оказывается, тут есть целые юристы, которые занимаются регистрацией киберспортивных команд. Сталкиваешься ли ты с тем, что люди как-то предвзято относятся к киберспорту до сих пор? И есть ли разница именно в отношении среди граждан разных стран? Знаешь, Вероник, существует огромное количество стереотипов и предрассудков относительно киберспорта, потому что для многих, для большинства людей, я не буду говорить за всех, киберспорт – это что-то из разряда игрульки. Просто поиграть. А вы что, еще за это деньги получаете? А ты что, еще на это деньги тратишь? Да, это на самом деле не то чтобы проблема, просто нужно больше времени для того, чтобы избавиться от всех этих предрассудков, и киберспорт уже набирает обороты, и да, конечно, я с этим сталкиваюсь постоянно. Более того, если мы вернемся к разговору о том, что прибыльно ли иметь свою киберспортивную организацию, нет, это абсолютно не прибыльно, это глубочайший миф. Он заключается в том, что, они там деньги лопатой гребут, зарабатывают на этом. Это неправда. Если ты молодая организация, если у тебя нет изначально крутых спонсорских контрактов с букмекером или с какими-то производителями периферии компьютерной, ты ничего не зарабатываешь. Как говорится в том анекдоте еврейском, какие доходы, да, там, одни сплошные расходы, нет никаких доходов. Это расходы на игроков, расходы на менеджерский состав, еще дополнительные какие-то возникающие расходы. Это не про доход на первоначальном этапе. Ребята, если кто-то хочет создать свою киберспортивную организацию с нуля, и при этом у вас нет определенной подушки финансовой, не делайте Окей, это. Сколько нужно? Как минимум. Вот, допустим, я сейчас решила, все, хочу себе команду. Хорошо, смотри. Давай мы возьмем очень приблизительные цифры, очень молодых, но перспективных игроков, которые без определенных запросов, да, на какие-то там, я хочу 10 тысяч долларов, я хочу там зарплату 15 тысяч долларов, как получают в среднем игроки тир-1 составов в СНГ. В год. Ты же хочешь на долгосрок. Вот лично я создала эту команду и сейчас несу определенные потери финансовые только потому, что я играю в долгосрок. Это не про 3 месяца существования команды, мы берем год. То в год тебе понадобится примерно от 120 тысяч долларов. Достаточно серьезная сумма. Для кого-то очень серьезная сумма. Я пытаюсь это перевести в тенге, я даже пока Все, математика вышла из чата. Ладно. А есть ли гендерные предрассудки в киберспорте? Однозначно точно есть, потому что, как, возможно, вы заметили, я организацию именно юридически основала в июле месяце, а именно публично в сферу вышла только в октябре, потому что, во-первых, не было особых результатов у команды, а во-вторых,
не знаю, мне как будто было немножко страшновато, что ли. Плюс девушек в киберспорте, в управленческой именно сфере я практически не знаю. Есть пару менеджеров в дота-составе, да и все, пожалуй. То есть в основном это стримерши в киберспорте? Ну, в основном, конечно, да. Как-то так. И, соответственно, появились некоторые результаты у команды. Мы выиграли гранд-финал Intermediate ECL лиги. Соответственно, уже можно было о себе заявлять и официально уже показывать свои составы. И потом как-то пошло уже все как по маслу. Раскачались. Угу. У тебя сейчас фактически 3 команды, да? Потому что я видела анонс, что собрался второй команд по доте. Да, и второй состав по доте я подписала только в ноябре. В декабре они интенсивно тренировались. И буквально только с 6 января, буквально прошло 2 недели, как они уже сыграли свои первые официальные игры. Старт был замечательный, вплоть до того, что наши квалификационные игры стримил Корбен. Это батя СНГ доты. Вот. Нас заметили, о нас написали, это очень классно. Более того, у меня в дота-составе капитан очень медийный человек, дотер, Грум. Замечательный парень. Вообще дотеры у меня большие молодцы, тоже все молодые ребята, очень перспективные, но и в то же время уже и с опытом. И у них есть такие, знаете, здоровые амбиции побеждать, и лутать призовые с турниров и вот все, что с этим связано. А почему появился второй состав? Потому что мне так хотелось. Вы еще не поняли, что в моей жизни все появляется, организуется только тогда, когда мне этого хочется. Угу. Первый состав, они немножечко поднасторожились, то есть как они на это отреагировали? Не было такого, что, наша, допустим, там, условно, киберспортивная мама уделяет внимание еще кому-то? Вот не было ревности? Дело все в том, что у нас существует иерархическая структура. То есть у нас есть непосредственно SEO, в моем лице основатель, у нас есть менеджерский состав, и у нас есть тренерский состав, и потом уже идут игроки, то есть иерархия. Соответственно, почему я выбрала именно такую структуру? Не только там «я ваша мамуля, я буду за вами задницы подтирать», а вот непосредственно, что все-таки это серьезная организация, и есть определенные такие моменты, которые не подлежат обсуждению и не подлежат какой-то оценке со стороны игроков. Просто я так захотела, значит, это необходимо организации, и, соответственно, никакой ревности, я думаю, что нет. Это 2 абсолютно разных состава, абсолютно разные дисциплины. Более того, в планах создавать и академические составы, по Counter-Strike точно. И, кстати, возвращаясь к моменту об гендерных предрассудках. Наверняка все знают, что существует женский киберспорт и существуют, допустим, КС-составы по... женские составы по КСу. Так вот, у меня было очень большое желание, так как все-таки я девушка в киберспорте, я хотела очень создать как можно скорее состав женский. Но я передумала очень быстро после общения с про-игроками-девушками. Я поняла, что это плохая затея, потому что все-таки мы девушки, у нас другие эмоции, у нас другое сознание, и это нужно просто принимать, ты с этим ничего не сделаешь. И девушки не выдерживают критики, это относится именно к женскому киберспорту. И, соответственно, я поняла для себя, что мне достаточно нервотрепки с переменными успехами и неуспехами моей команды мужской. И я для себя поняла, что пока что я точно не хочу вот эти интриги, расследования с женскими составами. Но, конечно, в будущем я все-таки надеюсь, что я найду адекватных девчат, которые захотят
немножко изменить положение дел в женском киберспорте, потому что там сейчас все-таки очень все плачевно. Я не хочу сравнивать мужчин и женщин в киберспорте, но по скиллу девочки очень сильно пока что отстают. Я думаю, что это все поменяется в будущем, но пока что вот как-то вот так. Это очень грустно. Я надеюсь, что нас сейчас смотрят какие-нибудь очень классные девчонки, которые хотят к тебе в команду, и что-нибудь да получится, может быть, в этом году, который только начался. Насчет того, что скиллы очень низкие, нет ли такого, что при этом очень маленькая конкуренция из-за этого, и можно спокойно выстрелить, если у тебя сильный состав? Если честно, как раз-таки это одна из причин, по которым я хотела создать женский состав, потому что я знаю, что конкуренции практически нет. А у меня замечательный тренер, скаут, который бы разглядел очень талантливых девчат и который смог бы их раскрыть. Он бы нашел время и на два состава, и на состав мужской основной, и на женский состав. Но пока что таких девчат нет. И да, призовые значительно ниже в женском киберспорте, но и конкуренция значительно ниже, да, тоже. То есть сейчас все, что вас останавливает, это возможные моменты внутри команды, которые будут... Да, на самом деле психология в Counter-Strike, в том числе, не знаю, как насчет Доты, я пока еще не поняла. Мне всегда говорили, тоже один из предрассудков, что дотеры очень токсичные ребята, очень вспыльчивые, эмоциональные, но мои дотеры — это... Наверное, небо и земля. Они очень спокойные, рассудительные, много-много тренируются и поддерживают друг друга. Никто никого не оскорбляет, не унижает, не токсичит. Как бы они стараются, по крайней мере. Мои точно стараются. То есть каких-то особых конфликтов, нервотрепки у тебя из-за них нет? Нет. Вообще в моей организации принцип разговаривать. Если возникают какие-то проблемы, то, что мне что-то не нравится, во-первых, я не решаю эти моменты непосредственно с игроками. У меня есть их начальник, это тренер. И, соответственно, менеджер отправляется к тренеру, тренер объясняет, почему не получилось тот или иной момент. Я могу самолично, на эмоциях, я женщина, мне можно. Могу залететь в конференцию, где состоит менеджер, где состоит аналитик и тренер. Я могу там орать, могу материться на них, без оскорблений просто. Что тут за дичь? Почему вы проиграли каким-то вообще нубам? Как такое возможно? Вы сами себе привезли этот проигрыш. И мне объясняют, то есть аргументированно показывают, рассказывают, где были какие макро- и микроошибки по каждому игроку. То есть критикуешь — предлагай. И наоборот, соответственно, если есть какая-то критика, то есть и пояснение, почему все это произошло. Вот. Но, учитывая, что КС-состав больше полугода существует, и первый результат был только в октябре, и сейчас вот в январе мы хорошо, я считаю, что выступили именно в квалификациях РМР, то я научилась такому вселенскому принятию всего. Я настолько себя дисциплинировала этим самым терпением, потому что я понимаю, что ребятам нужно сыграться. Это коллектив, это не игра в одного. Здесь нужно, чтобы сошлись абсолютно все пазлы. И психологические, и механические в том числе. И команда — это очень сложный механизм. Даже если вам кажется, что каждый игрок индивидуально сильный, он может не сыграть в команде. То есть это должна быть одна большая семья. И вот именно микроклимат в моей команде по КСу, и в Доте тоже, замечательный. У нас вообще нет такого, чтобы кто-то на кого-то затаил обиду. Они большая одна семья, у них есть авторитетный тренер и авторитетный классный капитан, которого они слушаются и выполняют все его колы. А это на самом деле очень важно, потому что во многих командах начинается разлад именно с того момента, когда ты вдруг думаешь, что ты круче, чем твой тиммейт. Очень много коллективов распалось именно на такой основе.
Тот же самый Симпл. Сколько он загубил ребят, которые просто-напросто не захотели с ним играть, они чувствовали давление. И если ты там считаешь, что ты более скилловый, ты начинаешь выпендриваться, ты начинаешь говорить, что вы там идиоты, вы играете плохо, у вас там это не так и то не так. В моем коллективе такого нет абсолютно. И даже во время официальных игр, если послушать TeamSpeak наших ребят, там просто все по делу, четко. Даже если ребята проигрывают, они не будут наговаривать друг на друга, там, кого-то обвинять в чем-то. Каждый знает свои ошибки, каждый потом после официальной игры делает разбор и исправляет эти самые ошибки. Я даю им время, еще, наверное, где-то полгода, и я надеюсь, что они уже покажут очень серьезные результаты. Я реально в них верю. Раз пошла такая тема, я не могу не спросить про инцидент на отборочных с техническим поражением. Что было? И было ли потом кому-то очень плохо из-за того, что было? Микроклимат поддержали нормально? Короче говоря, мы очень сильно обрадовались победе над OG командой Тир-1 уровня. Это действительно было знаковое событие, об этом написали все киберспортивные паблики, что это первая сенсация, что команда Rufire, Vidar Gaming смогли обыграть в чистой борьбе OG. Ребята играли замечательно, это была их первая из 4 квалификаций. Они играли как настоящие фурии, мне очень понравилось. Но потом настоящей фурией стала я, когда я узнала, что эти болваны нажаловались администраторам. И имея, естественно, больший вес, потому что команда существует давно и тому подобное, администраторы пошли у них на поводу. Хотя многие представители из киберспорта сказали, что можно было обойтись просто предупреждением. То есть по правилам нельзя стримить тренеру состава, но если бы вы знали, что абсолютно все делают точно так же, и даже если эта команда играет где-то на буткемпе, то за спиной стоит тренер и все им подсказывает, говорит, что делать, колет, подкаливает. Соответственно, я, естественно, негодовала и только на тренера состава, потому что Руфайр, он все-таки очень опытный игрок, он в этой сфере 150 лет, и об таких элементарных вещах он должен был знать. Есть некоторое упущение со стороны менеджера, который должен был изучить все актуальные правила этого турнира. То есть, да, конечно, OG поступили как засранцы, но и мы, естественно, тоже виноваты. Лоханулись, как говорится, лоханулись. И эту игру я смотрела с нашим менеджером, мы сидели в пабе, я прилетела по делам в Питер, и сидела я, значит, менеджер, тренер дота-состава, мой молодой человек и еще девушки. Мы сидели, смотрели эту игру, так обрадовались, вообще, ну, прям ликовали, можно сказать. Даже напились потом, отмечая. И, соответственно, когда узнали, что у нас случился такой конфуз технического плана, мы очень сильно расстроились. Посидели еще, пообщались. Естественно, я не подавала виду, что я очень сильно разозлилась. Ну, там, написала кучу гадостей в чат. Сказала, что вы все, блин, виноваты. Соответственно, потом пришла в номер и, честно сказать, прямо разрыдалась от обиды, потому что мне было настолько обидно. Но это просто, ну, как бы эмоции мои. Они вышли наружу, но при своих сотрудниках я не могла показать эти истинные эмоции свои. Но было обидно до глубины души, да. Ну, слушай, в любом случае, это вам не помешало войти в топ-100 от HLTV, правильно? Да, это же после уже, да. после всего случилось, но вы все равно на 84-й строчке. Как теперь на это отреагировали ребята? Наверное, командный дух, он возродился, если он вдруг упал? Смотри, есть такой момент, как дорожная карта. То есть у нас был определенный roadmap, именно по промежуточным результатам организации. И по промежуточным результатам спустя полгода у тренера должна быть цель топ-60. Топ-60 мы не выполнили, к сожалению, потому что было очень много провальных открытых квалификаций, которые мы не смогли прийти даже не всегда по нашей вине, а связанным именно с тем, что
Сейчас в киберспорте есть очень много нечестных команд, которые используют какие-то радар-хаки, еще какие-то приспособления, софты, которые таким образом портят статистику честных команд, как моя. Да, очень рада, что мы попали наконец-то в рейтинг HLTV, и причем сразу на 84-ю позицию. На самом деле это очень круто. Сейчас многие СНГ-составы нашего уровня, которые стартовали вместе с нами в одно примерно время, они находятся там 205-я позиция, там 125-я позиция. У нас достаточно хороший сейчас топ 84. Я думаю, что он обновляется каждую неделю. Через неделю у нас будет, естественно, уже результат похуже, потому что мы не играли больше карт на HLTV. Но очень приятно, да, безусловно, меня это радует, что мы хотя бы спустя полгода оказались в HLTV рейтинге. Приятно. Это хорошее начало, так можно сказать. Но нам нужно больше. Угу. Расскажи, какие теперь планы и по КС-составу, и по доте? То есть, допустим, цель на ближайшие полгода. Основная цель — участвовать в как можно больших открытых квалификациях, попадать в закрытые квалификации, проходить в основные сетки турниров любого уровня. Особенно это относится к дота-составу. Я думаю, что у них сейчас предстоит очень много квалификаций. То же самое требование к КС-составу: не лениться, много играть индивидуально, для того, чтобы механический скилл был на уровне. И также много играть пабликов и праков, если это относится именно к КС-составу, для того, чтобы был вот момент именно командный. Просто мы поняли для себя, что очень важно играть соревновательные КС именно на официальных играх, потому что так закаляется дух. Вот эта вот игра против OG очень сильно замотивировала команду. На следующий день они настолько разозлились, что как раз-таки во второй день квалификации они вышли на HLTV, они обыграли One Win Academy уже на HLTV стадии, и потом практически обыграли Seniors, а это очень слаженный коллектив взрослых мужиков, которые играют уже много лет вместе, и чуть-чуть не хватило как раз-таки именно закалки соревновательной для того, чтобы дожать, включить мужиков и их обыграть. Игра была равная. Даже мы вначале вели 5-1. Потом немножко, конечно, просели. Опыт здесь в соревновательном кейсе решает очень много. А дота? В доте, естественно, тоже. У моей команды даже сложился определенный плей-стайл. Они играют на поздних таймингах, и даже очень сильно проигрывая сначала, они дожимают игру на поздних таймингах. Я еще хотела задать вопрос такой со звездочкой. Ты упомянула, что очень много нечестных команд, но я знаю, что организации, даже Valve, они разрабатывают античиты на основе искусственного интеллекта, и вообще вот это вот все резко внедряется. Поэтому такой вопрос экзистенциального характера в киберспорте. Как ты считаешь, как стремительно он будет меняться в ближайшие годы и насколько он станет честным благодаря всем этим новым технологиям? Я считаю, что Valve нужно больше внимания уделять сырой игре, как Counter-Strike 2, потому что существует огромное количество багов в игре сейчас, которые очень сильно ухудшают игру в плане именно механической части. И там не регает выстрелы, и еще какие-то баги, связанные с текстурами. Ну, игра до сих пор сырая. Конечно, это всегда так бывает, когда выходит существенное обновление игры, но Valve, это официальное заявление. Пожалуйста, займитесь наконец-то Counter-Strike 2, пока это еще не поздно, потому что многие игроки разочаровываются, потому что невозможно играть в эту игру. Ты начинаешь сгорать, психовать, потому что ты вроде бы играешь как обычно, ты там целишься, но при этом пули летят непонятно куда, у тебя развивается косоглазие, и ты просто-напросто сгораешь с этого. И особенно на профессиональном уровне это очень важно. Спасибо тебе за беседу, и поржали, и сместили локацию, и записали официальное обращение в Valve.
Поэтому передаем привет всем из Видар Гейминг. Видар, а то мой долбанный Т9 на ноутбуке, он просто постоянно менял это на Дидар. Я очень рада была пообщаться. Вашему проекту CyberAlan я желаю огромного, стремительного развития. Вы очень классные. Передаю всей команде привет. Вы делаете большое дело. Вы развиваете информационно киберспорт в Казахстане. Моя душенька спокойна, что такие профессионалы именно у руля. И надеюсь, в будущем мы еще с вами поболтаем, и вы сделаете еще много классных интервью с интересными ребятами, которых будет интересно послушать. Вы большие молодцы. Вам я желаю процветания. Федерации киберспорта тоже Казахстана большой привет. Вы тоже крутые, и вы меняете наш киберспорт к лучшему. Надеюсь, будет много турниров, будет много разных дисциплин, все будет проводиться на высочайшем уровне, и я надеюсь, когда-нибудь все боги киберспорта пусть меня услышат, и, возможно, мажор по Counter-Strike когда-нибудь будет проведен в Казахстане. Это моя огромная мечта. Спасибо, что были с нами, что послушали это интервью. Надеюсь, было интересно, познавательно и смешно. И хотим поблагодарить Royal Pub, который находится в Астане, за информационную поддержку. Подписывайтесь на CyberAlan, мы есть практически во всех соцсетях. До скорого!